Такая техника избавляет дорожные службы от необходимости использовать несколько автомобилей в разные сезоны. Достаточно лишь установить необходимое оборудование, и можно приступать к выполнению различных видов работ. Эта техника на дорогах города работает круглый год. Зимой убирает снег и борется с наледью, очищает проезжую часть, осуществляет подсыпку и распространение противогололедных материалов. Сейчас с наступлением тепла машины переоборудованы на летнее содержание дорог. Это вспомогательные машины, которые на данный момент собирают щебенку к бордюрному камню, который в дальнейшем будет убираться также механизированным и ручным способом и вывозиться с территории проезжей части. Также эти машины предназначены для проливки, прочистки наших тротуарных дорожек, для того, чтобы было комфортно нашим жителям ходить, и сбивания пыли, чтобы по городу было также комфортно ходить, ездить, и машины меньше загрязнялись. Самый большой объем работ выполняется тогда, когда меньше всего движения автомобилей. Это утром с 5 до 9 часов, поздно вечером или в ночное время суток. Основные задачи – это уборка щебня, мусора, промывка проезжей части, тротуаров, внутриквартальных дорог, а также чистка дорожных знаков. Нам дают задания какие-нибудь улицы делать. Мы делаем каждому свое задание. 2 машины. Сложность то, что в городе большое движение, много машин. А так управлять легко. Очевидно, что порядок на улицах и своевременная уборка города положительно влияют не только на его облик, но и на самосознание жителей. Соответственно, чистота – это ключевой фактор комфортной среды, который необходимо поддерживать на должном уровне. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.